В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Армянскому мотострелковому батальону имени маршала Советского Союза Баграмяна исполнилось 25 лет. В Сухуми прошел ряд торжественных мероприятий по этому поводу. В них принял участие президент Рауль Хаджимба. Ветераны армянского батальона возложили цветы к могиле первого президента Владислава Ардзинба и почтили память погибших воинов в парке боевой славы. А затем в Государственном музее боевой славы состоялся торжественный вечер. Репортаж на Алыкове. Еще в начале Отечественной войны народа Абхазии в том, чью сторону примет армянская община Абхазии, никто не сомневался. Армяне, жившие в Абхазии, сделали свой выбор без колебаний. Грузинские гвардейцы начали карательные операции против негрузинского, в том числе и армянского населения республики. На срочно созванном заседании руководства Гагарской общины Маштоц было принято решение о создании военного формирования мотострелкового батальона имени маршала Советского Союза Ивана Баграмяна. Батальон был создан 9 февраля 1993 года. Мероприятия, посвященные 25-летию со дня создания батальона имени Баграмяна, начались с возложения венков к могиле первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Ветераны войны возложили цветы и почтили память погибших в парке славы в Сухуме. Затем в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзинба состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие президент республики Рауль Хаджимба, ветераны войны, общественность. Армянский мотострелковый батальон имени Баграмяна в большей части состоял из армян-амшенцев, но в его состав также входили абхазы и кабардинцы. Первый бой, в котором принимала участие сводная рота батальона под командованием Левона Дощана, состоялся 15-16 марта 1993 года во время второго штурма Сухума. Затем батальон, численность которого к тому времени превысила 350 человек, был переброшен в Кадорское ущелье, где в его задачу входила защита армянских сел. Значимый вклад армянских бойцов в борьбе за свободу и независимость Абхазии отметил в своем выступлении президент республики Рауль Хаджимба. После мартовской операции армянский батальон сформировался как отдельное подразделение вооруженных сил Абхазии. Первым командиром стал кавалер ордена Леона Вагаршак Касян. Батальон не был чисто армянским. В его состав входили также абхазы, русские, кабардинцы, представители других национальностей. И не все из воевавших армян состояли в этом подразделении. Много амшенцев воевало в других батальонах, как на Гумнистинском, так и на Восточном фронтах, где доблестно сражался экипаж легендарного танка «Тигр». Баграмянцы принимали самое активное участие в июльской и сентябрьской наступательных операциях вооруженных сил Абхазии. Совместно с другими подразделениями батальон освобождал нашу столицу, город Сухум. Дошел до пограничной реки Ингур. Героическая история подразделения не закончилась после победы над агрессором. В конце октября 1993 года Владислав Ардзинба отдал приказ об освобождении Кадорского ущелья. Важная роль в выполнении задачи главнокомандующего отводилась и батальону имени Баграмяна. В последующем бойцам подразделения еще не раз приходилось вступать в бои. Каждый раз, когда Абхазии угрожало новое вторжение со стороны Грузии, личный состав армянского батальона собирался вместе. Армянская община внесла весомый вклад в борьбу за независимость Республики Абхазия. Нашему многонациональному народу есть чем гордиться. Сегодня мы можем твердо заявить, что никому не позволим расшатать наше единство, потому что это являлось и является залогом наших побед. Все лучшее из прошлого мы обязательно должны взять в будущее. Это будет наше общее будущее в независимой, суверенной и процветающей Абхазии. От всей души поздравляю бойцов армянского батальона имени маршала Баграмяна, всех ветеранов войны, каждого гражданина страны с 25-летием создания подразделения, с честью выполнившего священный долг по защите Отечества.
2 июля 1993 года абхазское командование разработало план поэтапного штурма столицы, взятие важных стратегических высот на восточном берегу реки Гумиста. Армянский батальон имени Баграмяна в этом сражении прославился штурмом почти неприступной высоты горы Цугуровка. Галус Трапезанян, бывший командир 3-й роты армянского батальона, потерял в этом сражении ногу, но до конца, даже лежа на носилках, продолжал руководить боем. Многие бойцы батальона проявляли во время войны чудеса храбрости. Как отметил герой Абхазии, политический лидер армянской общины республики в период войны Альберт Тополян, армяне Абхазии считали и считают Абхазию своей родиной, а ее защиту своим священным долгом. Где бы ты ни жил, ты должен кровью доказать в минуту трудную верность той стране, где ты живешь. И мы верны этому завету раз и навсегда. И мы хотели бы вот это привносить в школы армянские, чтобы знали, кто мы, откуда мы, куда попали, кому обязаны, друзей и врагов. Не любя свою родину историческую, нельзя любить ни одну родину, где бы ты ни жил. Битва за Цугуровку помогла абхазам окончательно утвердить контроль над ключевой высотой горой Ахбюк. В конце сентября 1993 года батальон Баграмяна первым вышел к зданию Совмина, ставшему символом власти над столицей. В боевых действиях приняли участие около 1000 представителей армянской общины Абхазии. 20 армян получили высшую воинскую награду – звание Героя Абхазии. Больше 200 погибли во время войны. Армянская община внесла весомый вклад в борьбу за независимость Республики Абхазия. Армянам, живущим в Абхазии, есть что вспомнить и есть чем гордиться. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Сергея Лаврова и весь коллектив Министерства иностранных дел с профессиональным праздником. Благодаря квалификации своих дипломатов Российская Федерация достойно принимает участие в решении важнейших мировых вопросов, таких как сохранение баланса в международной системе и противостояние экстремизму и терроризму. А МИД России имеет высокий авторитет в мире, отметил в частности в своем поздравлении Рауль Хаджимба. Министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнаки встретился с директором Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора России Александром Куличенко. По итогам встречи был подписан план сотрудничества на 2018 год Министерства здравоохранения Абхазии со Ставропольским противочумным институтом. Тамас Цахнаки отметил, что совместный план взаимодействия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики предполагает широкое сотрудничество, в частности, взаимодействие по вопросам лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, подготовки кадров, что очень важно для специалистов бактериологической лаборатории и санэпидемслужбы, и по ряду других вопросов, которые представляют обоюдный интерес. Тот план мероприятий, который мы предварительно рассмотрели по взаимодействию совместных мероприятий, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики на 2018 год, предполагает достаточно широкое сотрудничество. Наши сотрудники, подведомственные учреждения и в целом Министерство здравоохранения, мы готовы к такому сотрудничеству. Я сюда прибыл по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой, чтобы, во-первых, засвидетельствовать это. И второе, с тем, чтобы мы с вами еще раз посмотрели тот план на этот год. Эти планы у нас ежегодные. Эти планы предусматривают широкий круг мероприятий, которые включают в себя первое – это помощь в диагностике. Если возникает какой-то больной, мы должны его немедленно выявить, точно поставить диагноз. Мы должны оказать вам помощь в правильной организации противоэпидемических мероприятий. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это обследование территорий на так называемые природно-очаговые инфекции. После встречи состоялся семинар в Сухумской санэпидемстанции, который Александр Куличенко провел для главных санитарных врачей городов и районов Абхазии. Инфекции не имеют границ. И для того, чтобы
например, в Республике Абхазия было здоровье, мы должны, чтобы на территории Сочи не было инфекций, все было нормально, чтобы они с Сочи не попали сюда. И точно так же наоборот, чтобы территории Абхазии не попали сюда. То есть вывод, мы вместе с вами решаем одну и ту же задачу по здоровью на Черноморском побережье Республики Абхазии и Российской Федерации. Какие главные задачи, вот как я вижу, сегодня встают перед санэпидслужбой Республики Абхазия? Первое – это обеспечение вакцинации населения. Следующий важный момент – это контроль, текущий контроль ситуации. Контроль сточных вод, контроль природно-очаговых инфекций. Абхазский союз туризма организовал открытое обсуждение предстоящего курортного сезона в Абхазии. Во встрече приняли участие представители и эксперты туристического бизнеса, члены общественной палаты и депутаты парламента. До курортного сезона 2018 года в Абхазии остается буквально несколько месяцев. Участники встречи обсудили, какие меры нужно предпринять, чтобы предстоящий туристический сезон стал лучше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, увеличить поток туристов в Абхазию возможно только с улучшением инфраструктуры и тесного сотрудничества с иностранными туроператорами. По мнению президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, предстоящий в марте форум-выставка «Визит Абсны» предоставляет абхазским туроператорам хорошую возможность наладить деловое сотрудничество с иностранными коллегами. Мы приглашаем посетителями этой выставки различные агентства, туроператоров из России и других ближних стран, зарубежья. Также для того, чтобы расширить информацию об Абхазии, о том, чтобы агентства непосредственно, представители, которые будут продавать туристические путевки в Абхазию, увидели Абхазию, мы сделаем рекламные туры и проведем фестиваль, который хотим делать теперь ежегодно. Это будет фестиваль цветения мимозы, Мимоза Фест, который позволит открыть сезон в марте, а не в июне. В ходе встречи были обсуждены также вопросы санитарного состояния страны, обеспечения безопасности туристов в курортный сезон. Говорилось о урегулировании ценовой политики отелей, привлечении персонала и их обучении. Уже сейчас многие объекты размещения начали обновлять номера, продумывать спектр специальных развлекательных услуг для гостей. Представители туристических услуг, коллективных составов размещения, они расширяют спектр услуг, которые предлагают. То есть имеется в виду, можно сказать, сегодня санаторно-курортных услуг, может, нет, но они новые виды услуги начинают предлагать. Это касаемо спа-услуг, развлекательных каких-то услуг, вест-программы какие-то предлагают для того, чтобы привлекать их сюда, то есть свои объекты размещения. А так, если брать туристские экскурсионные организации, они также пересматривают свои туристские экскурсионные программы, смотрят, с какими кадрами им работать. Если возникают проблемы, они обращаются к нам. Во многих отелях и гостиницах Абхазии рабочий персонал состоит из граждан страны. Но в разгар туристического сезона многие ательеры вынуждены приглашать иностранных работников. Между тем, ательеры сетуют на высокое налогообложение за иностранных сотрудников. На сезон человека привезти, условно говоря, с мая по октябрь, отель или туристическая фирма должна потратить порядка 25 тысяч рублей. Мы готовы платить, но мы готовы платить, чтобы это были разумные деньги и чтобы процедура была как по принципу одного окна. Участники встречи предложили создать общественный совет при Министерстве по курортам и туризму, который будет направлен на совместное с представителями власти решение существующих проблем в туристической отрасли страны. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. 9 февраля в православном мире отмечается день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста из Каманского монастыря в Константинополь. Праздничные литургии проводятся во многих церквях, в том числе и в Кафедральном соборе в Константинополе. О том, как этот день отмечают в Абхазии, расскажет Сария Эсмар. Праздничная литургия в Каманах, посвященная Дню перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста в Константинополь, началась с самого утра. Внутри монастыря немноголюдно. Сюда пришли постоянные прихожане храма. Об этом празднике знают немногие. Тем не менее, он является значимым для верующих. По словам настоятеля храма Игнатия Кют, этот день имеет богатую историю, которую православные христиане должны знать. Святитель Иоанн Златоуст
любим во всем мире, почитается во всем мире и даже почитается католиками. Святитель Иоанн Златоуст получил самое лучшее образование того времени. Он выучил много наук, изучил почти все науки тогдашнего мира. Для чего? Для того, чтобы выделить рациональное зерно, то, что полезно для спасения души человеку, то, что спасительно человеку. Святитель Иоанн Златоуст и написал, создал литургию, которую мы сегодня служили. Эту литургию служит во всем мире. Событие, о котором в этот день вспоминает весь православный мир, произошло спустя 30 лет после праведной кончины святого Иоанна Златоуста. По преданию, в 437 году в Константинопольском храме ученик Иоанна Златоуста, патриарх Прокол, молился и произнес проповедь с сожалением о том, что нет мощей Иоанна Златоуста в их кафедральном соборе. После этой проповеди люди во главе с патриархом обратились к императору Феодосию с просьбой о том, чтобы мощи Иоанна Златоуста из города Каманы, где умер святитель, были перенесены в Константинополь. Вы знаете, когда прибыла сюда духовная миссия из Константинополя, чтобы перенести мощи, было чудо. Мощи отяжелели. И ни 10, ни 20 человек не могли поднять, перенести мощи святителя. Поэтому была создана специальная комиссия, раздумывали, что же делать. И император написал покаянное письмо на имя святителя Иоанна Златоуста. В тот момент, после прочтения этого покаянного письма, мощи стали легкими и сделали новый саркофаг, потому что этот саркофаг очень тяжелый, не пригоден для транспортировки. И в новом уже саркофаге его перенесли в Константинополь. Настоятель Каманского монастыря Игнатий Киут после праздничной службы рассказал собравшимся об Иоанне Златоусте. При жизни за смелое обличие пороков, царивших в Константинополе, Иоанн Златоуст множество раз подвергался ссылкам. Его последней обителью стала Абхазия, где он и принял свою смерть. Также Игнатий Киут рассказал, что в IX веке на праздник в честь перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста были написаны церковные песнопения, которые исполняются и по сей день. Зария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 11-16 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.